Во время проведения рейдовых мероприятий на территории республики госавтоинспекции разрабатывается план, согласно которому у нас главная задача увеличить количество нарядов для сохранения жизни и здоровья граждан. Также охватить наибольшее количество федеральных, региональных дорог, на которых у нас происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают люди. Основная задача госавтоинспекции в эти дни провести мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, бесправных водителей, для того, чтобы убрать их с дороги. Ну и также принять меры в соответствии с требованием 204 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая, что 25 июля 2022 года у нас внесены изменения в кодекс уголовный по данной статье, где предусмотрена конфискация транспортного средства вне зависимости от собственника, кто является собственником. Основная задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Ну вот, Владимир, мы выехали с управления ГИБДД по Якутску. С 5 августа у нас силы ГИБДД работают в усиленном режиме. Расскажи, пожалуйста, вообще вот что означает усиленный режим, да, и как давно вы работаете, как часто это происходит? Ну, усиленный вариант несения службы само по себе подразумевает то, что это усиление, то есть это у нас увеличивается плотность нарядов дорожно-патрульной службы, выходящей на смену. Ну и почему у нас усиленный вариант несения службы? Вообще данный приказ был введен еще в начале лета. И, соответственно, мы с начала лета уже в таком варианте работаем. Ну и, наверное, как вы уже сами заметили, то, что у нас каждые выходные, перед выходными, ну и после выходных проводятся массовые проверки, ну и также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Мы находимся на улице Лермонтова. Здесь задержан водитель маршрута номер 17. У него превышение промилле допустимой нормы, которая является 16. У него 75, то есть фактически в 6 раз у него превышено. Инспекторы говорят, что он уже лишен водительских прав за ДТП с пострадавшими. Возникают такие вопросы некоторые, да, кому принадлежит, собственно, как он вообще может водить после таких происшествий, и тем более, ну, наверное, все-таки это уже лишение прав, скорее всего. Блин, я езжу на этом автобусе иногда, и это страшно. В том числе по работе с велосипедистами у нас этим летом организованы были мероприятия, усиление на перекрестках. Вы, наверное, замечали, что на перекрестках нашего города появились инспектора ДПС, которые именно в час пик, там, с утра, в обед и вечером находились на перекрестках и вели профилактическую работу с велосипедистами. С начала вот этого летнего сезона очень много возрастает количество краж велосипедов. А это на вас, да? Это на ГИБДД, не на полиции самой? Полиция тоже, в общем... Мы же тоже сотрудники полиции, да, в первую очередь. Каждый из нас в первую очередь сотрудник полиции. И наша общая задача предотвращать, раскрывать, пресекать противоправные действия. Здравствуйте, вот у вас проверили документы. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Все в порядке, это их работа, они как бы защищают наш порядок на дороге. Они в любом случае берегут нас, нормальных водителей, нормальных, в том числе пассажиров, детей, бабушек, женщин, которые передвигаются по дорогам. Они следят за порядком, это их работа. Спасибо, ребята. Как вы относитесь к таким проверкам? Все ли у вас в порядке? Да, у меня все в порядке, не за что переживать, чуть положительно. Бывает, что происходит какие-нибудь ЧП, там, например, и не хватает средств, ну, то есть сил у патрульно-постовой службы. Да, сил вот. И средств, конечно, не в том смысле хватает. В любом случае, как бы они есть, просто может быть то, что они уже занимаются каким-либо другим преступлением. Ну и, соответственно, так как мы являемся сотрудниками полиции, в любом случае реагируем на данные вызовы. Ну и, соответственно, бывает то, что выезжаем на вызов именно скандал дома, допустим, на живое, ну и
по типу подобных преступлений. По Вилюйскому тракту ехала группа мотоциклистов. В принципе, у ребят все нормально. Проверили документы, провели профилактическую беседу. Мы ездили кататься на 35-м километре, заодно покушали. Вообще много байкеров в Якутске? Ну, там много, да, в основном там катаемся по выходным после рабочих дней. В основном там толпимся, общаемся со всеми. Там поспокойнее, не то, что по городу гонять. Никого не мешаем по дороге, там сами посиди, толпой. Дружно, соблюдая ПДД. Вот у нарядов ППС, да, есть определенные маршруты, по которым они ездят. А есть ли у вас такое? У нас, в принципе, да, конечно, есть. У нас город разделен на территории, и, соответственно, как наряд, который заступает в дневную смену, ну, либо в ночную, да, у них есть свой определенный маршрут, по которому они должны выполнять свою служебную деятельность. Понятно. А какой самый проблемный? Проблемных как таковых-то нету. У нас есть рост дорожно-транспортных происшествий, да, то есть где у нас в основном происходит дорожно-транспортное происшествие. Это большие перекрестки, где соприкасаются водители, то есть транспортные средства, ну и также пешеходы. В летнее время это опять же велосипедисты, такие как вот Дзержинского, Пояркова, Лермонтова, Дзержинского, ну и Кольцевые развязки. кольцевые развязки у нас в основном как бы тоже. Принимаю ориентировку. Минут 35 ворот назад, 35 ворот назад. Куда он летит? А что за машина пролетела? Я смотрю, у нас приборная панель такая красивая, там вот это все, и вообще сама машина такая новенькая. У нас вот с парком автомобилей как вообще обстоят дела? За последние 2 года у нас получается, С 19-го года. даже с 2019 года вот, по национальному проекту на республику в принципе более 160 транспортных средств, такие как УАЗ Патриот, также Лада Веста, вот, ну и Шкода Октавия, которые уже имеют специальную фотографическую схему дорожно-патрульной службы, ну и оборудованы специальными техническими средствами, которые у нас в принципе имеются. Это специальное громкоговорящее устройство, также рация. Ну и машина укомплектована не только вот данным При переходе техническим проезжей средствами, части необходимо спешиваться, уважаемые велосипедисты. ну и также видеорегистраторами, которые у нас снимают салон, вид снаружи, спереди и сзади. Также в комплектации данного транспортного средства имеется компрессор, фонарик, ну и также аптечка ФЭС для оказания доврачебной помощи. Что грозит водителю, у которого не работает фара? Штраф. Чем он объясняет? Объясняет тем, что сейчас во время следования Вилюйского тракта у него начало замыкать, и он ехал на дальних, ну, вот при заезде в город выключил, дальний на ближний переключил. И обещал, сейчас поедет домой, поменяет лампочку. Проведена профилактическая беседа. Без Да. комментариев лучше. А являются ли всадники участниками дорожного движения? Вон лошади идут. Да, если со всадником, конечно, у них есть специальная глава, 25-е правила дорожного движения, где они также должны соблюдать правила дорожного движения, ну и, соответственно, они являются полноценными участниками дорожного движения. Сейчас мы едем за машиной, как вы называете, прямоток, да? Это что такое вот прямоток? Выхлопная система установлена не соответствующая техническому регламенту, издает шум. Ну, из-за этого Водитель ТЗ 311 вправо принимаем, останавливать. людям ночью мешают спать. Ну, то есть его до этого уже привлекали? Да, сегодня в ходе нашей операции уже выписан протокол
для прекращения противоправных действий. А вообще вот как определяется его нарушение? Что, какую процедуру проходит? Ну, во-первых, инспектор, то есть визуально, ну, на слух, слышно же, да, что транспортная система громко работает. Останавливается, проверяются документы, и у нас есть специальное отделение технического надзора. У них есть специальный прибор, который называется шумомер, который измеряет в децибелах уровень издаваемого шума. Ну, там соответствующие требования, если там не соответствует данным требованиям, водитель привлекается к административной ответственности. Право принимаем, останавливаемся. Ну, чувствую нормально. Что так быстрее? Как определяются люди, вот, которые водят пьяные? То есть я вот заметил то, что вы одних пропускаете, других как бы прижимаетесь, спрашиваете документы. Ну, в принципе, если так взять, если там, допустим, работаешь определенное время, уже понимаешь водителей, которые боятся просто, да, инспектора дорожно-патрульной службы. Есть водители, которые не боятся. К коим относятся у нас водители, которые употребили горячительные напитки. В основном они все боятся, так как чувствуют свою вину, скорее всего, да. Ну и поэтому они пытаются управлять транспортным средством корректно, можно сказать, да. Но у них это очень не получается, да, просто так говоря, ввиду того, что они пьяненькие. Ну, может быть, они думают, что у них получается прямо ехать, а на самом деле они едут и виляют по дороге. Также, в принципе, когда стоишь, уже видно водителя, который в нетрезвом состоянии, у него уже глаза признаками, можно сказать, да, пытается лицо спрятать, ну и на требования об остановке тоже не реагирует, и пытается там некоторые скрыться, некоторые наоборот очень долго останавливаются там, ну, а некоторые молодые ребята вообще умудряются на ходу пытаться пересесть с руля на пассажирское сиденье. Спокойная, тихая ночь. Также есть. За кругом вправо примите, остановитесь. Мы находимся в студенческом городке, очередной пьяный водитель. Когда он заворачивал с района радиоцентра к Теплому озеру, ударился о бордюр, разбил себе бампер, пробил колесо. Количество алкоголя в крови 0,78. Напомню, что норма 16. Инспекторы говорят, что он фактически не может стоять на ногах. И куда и зачем ехал, ну, естественно, непонятно. Вот, как раз мы его сейчас смотрим. Открываю. Мы находимся на улице Петра Алексеева, где произошло задержание автонарушителя. Как нам пояснил инспектор, он обратил внимание на подозрительную езду на улице Чайковского. Водитель не реагировал, были вызваны дополнительные наряды. Сейчас злодей дает показания. Ну, видимо, пьяный, это сразу очевидно видно. Будет освидетельствование, посмотрим, сколько будет промилле. И в то же время сейчас он говорит, что у него закончился бензин, но, как это понятно, это неправда. Я уполномочен уже бумажку. Все. Нет, это не меня. Водитель, наш злодей, что называется, пошел в отказную, то есть отказался от медицинского освидетельствования, дает какие-то невнятные показания. Дальнейший его путь состоит в наркологию и потом в отдел полиции. Естественно, сразу же фактически несколько административных правонарушений, ну и, возможно, будет уголовная ответственность.
Когда мы двигались по улице Чернышевского, поступил вызов о том, что с лодочной станции произошел угон. Дали ориентировку на машину. Проехали весь 203 микрорайон, стояли в засаде, однако задержать удалось сотрудникам Росгвардии. Мужчина говорит, что машина его брата, и в принципе никакого, видимо, криминала все-таки нет, но надо быть бдительной. И этот случай еще раз напоминает о межведомственном сотрудничестве между всеми ведомствами, которые стоят на страже нашего спокойствия. Берегите себя.